Репетиция воздушных маневров проходит еще на земле. До приезда главы Чечни, перед которым летучий отряд должен пройти свой первый парашютный экзамен, бойцы повторяют все детали поставленной задачи. Перед нелегким испытанием ребята получают наставления от помощника главы республики по силовому блоку Данила Мартынова. Сегодня мы посмотрим, насколько вы готовы для того, чтобы продолжать увеличивать вашу планку вверх. Сегодня у вас экзамен простой и сложный. Вы должны четко выполнить то задание, которое вам будут говорить инструктора. Вы полностью готовы. Еще раз в голове прокрутить все моменты. По приезде Рамзан Кадыров лично здоровается с каждым бойцом. Все они имеют на счету по 40 прыжков, но в этом деле каждый раз как первый. Летучий отряд оснащен самым современным снаряжением, которого, как отметил Данил Мартынов, нет пока ни у кого. Весь летающий отряд у нас экипирован по последнему слову. У всех специальные комбинезоны, которые позволяют находиться более уверенно в воздухе, перемещаться, совершать всякие маневры и акробатические всякие моменты. Вся группа у нас оборудована самыми последними парашютными системами Steyr, которых еще нет ни у кого, вообще ни у кого. Эти системы, они полностью военные, к ним можно прикреплять всяческие грузы, дополнительное снаряжение, оружие, вплоть до крупнокалиберного. И совершать прыжки в самых сложных условиях. Группа отзанималась у нас 2 недели. Сейчас началась 3-я неделя. За 2 недели группа совершила, каждый из летающего отряда совершил уже по 40 прыжков. Да, это очень серьезная нагрузка. Именно поэтому, по вашим поручениям, мы так долго их готовили, полгода, приводя их на пик их возможностей, чтобы они именно к практической части уже у нас были готовы к этим большим серьезным нагрузкам. Все готовы, все у нас в отличной физической форме, все уже подготовились, прошли индивидуальную подготовку, то есть они уже отлично справляются в воздухе индивидуально. Сейчас у них начался новый этап, сейчас они занимаются групповой акробатикой. Глава Чечни осмотрел и полевой лагерь отряда. Здесь бойцы проходят теорию и разбирают полеты. С большими нагрузками и очень плотным графиком ребята обучались прыжкам 2 недели. Тут же сразу у нас большой экран, мы подключаем камеры и сразу же проводим детальный разбор. То есть сразу же видны ошибки всех. Первый раз летучий отряд прыгал с парашютом еще весной на учениях в Перми. Сейчас же идет более серьезная подготовка. Новый этап – групповая акробатика – подразумевает выполнение сложных трюков, умение держать в воздухе строй и, самое важное – приземляться в одну точку. Спустя небольшое время летучий отряд уже в небе. Бойцам необходимо сгруппироваться и с определенным интервалом приземлиться в одну точку. А пока ребята выстраиваются, небольшой мастер-класс гостям показал один из инструкторов отряда. Не страшно было? Да, страшно. Страшно всегда, в принципе, да. Да? Да. Ну как, относительно. Волнительно, скорее всего. Вот так было. Было классно. Хорошо, Саша. Смотреть было даже опасно, не только лететь. Деларетон, арбафтон хелитерна, вот условия, хаялил задач, хаялил приказ, хаточ бежал, любой задачу указал, фонды буквы да. Почти идеально приземлился и остальной отряд. Рамзан Кадыров похвалил ребят и дал высокую оценку увиденному. Чеченские силовики, по его мнению, должны быть готовы ко всему, поэтому и мастерство нужно постоянно совершенствовать. Оценка дает специалисты, они говорят, что они за то время, которое они обучались, получили высший класс. Мне очень понравилось. Будем работать над тем, чтобы повысить квалификацию, отправлять в другие государства, регионы, приглашать специалистов. Сейчас специфическая группа приехала с самолетом делать нам доброе дело, обучать нашу летучий отряд, мы называем нашу группу. И они должны выполнить любые задачи при любых обстоятельствах, погодных условиях. Мне понравилось, и я уверен, что это только начало. Будем дальше совершенствовать, развиваться. Уже в палатке у ребят прошел разбор полетов. Оценка от инструктора в целом хорошая, но есть еще над чем работать. За приезд и уделяемое внимание главы республики поблагодарил командир полка полиции УВО МВД России по Чеченской республике Шарип Делимханов.
حبالين إنستركتور شيء مصومة عادش توجه هم بركل ديريز هو على كمان ديزره أخرها ويشتغل عربوش ديريز هو هلو تيلنو زدا جدا مو عمد عشر بيقني قيتان على ليلوش تجي ودنيا جوي إما شيلو يوهو زغاستوشه أعتدل نقول جخدا خدخ Дерез, это вот, если ты понимаешь, знаешь, что если ты профессионал в своем деле, это самое необходимое. У нас есть практика, теории не было, поэтому мы сами разрабатывали все. У нас есть свободное время, на все воле Всевышнего, мы ждем, впоследствии будет хороший, без войны, но надо готовиться к худшему. Весь мир мы видим, по всему миру, что происходит. Военные действия, нападения. Кто сильнее, тот забирает у слабого. Поэтому мы, граждане России, мы патриоты России, так скажем, Кавказ — это хребет России. Мы взяли основную борьбу против терроризма, экстремизма на территории России, в Кавказе, часто Чеченской Республики. Поэтому задачи будут самые разные. И в России, и за пределом. Поэтому мы потихоньку должны обучаться. Каждый раз 41 раз, 40, вот за короткое время, столько прыжков, это очень трудно. Мы понимаем, но для вас трудностей не существует. Поздравляем еще раз. Спасибо инструкторам, пермским нашим гостям. Спасибо, что вы приехали, работаете с нами. Я думаю, что это начало, у нас будет взаимодействие. Мы тоже открываем свой центр, и нам нужны будут специалисты. Мы приглашаем вас, в том числе как специалистов. Я уверен, что у нас самый лучший будет центр. И самый лучший воин. Обстановка в мире нестабильная, нужно быть готовым к любого рода ситуациям, отметил глава Чечни. Задача перед всеми ставится сложно, но для чеченских силовиков не должно быть ничего невозможного. Сайхан Цинцаев, Хамзат Аюбов, Адам Чекуев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.